Каково это быть первоклассником? Я уже, наверное, и позабыла. Но эти ребята запомнят сегодняшний день как что-то яркое, веселое и торжественное. Давайте отправимся на мероприятие, посвященное тем, кто пошел в школу впервые. В этот раз «Гора новостей» приехала на торжественный праздник шествия первоклассников в Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури. Каждый год региональная общественная организация «Материнское сердце» устраивает мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в честь Дня знаний. Давайте спросим у ребят, как для них проходит этот день. Самира, расскажи про мероприятие. Классно. Вы танцевали с аниматорами, да? Да. Как тебе аниматоры, понравились? Да. Самира, расскажи, каково тебе учиться в школе? Я там отличница. Для первоклассников подготовили незабываемую программу. Ребята пели и танцевали, участвовали в конкурсах и веселились на всю катушку. Все-таки первый класс бывает один раз в жизни. А лев Алекс из Мадагаскара и другие персонажи заряжали гостей позитивом. Ну а после представления ребята отправились на спектакль «Мираликундия. Таинственный гиппопотам». Это история про солнечную и цветущую страну, в которой обитают самые разные звери. Школьники участвовали в интерактивах от актеров, вытягивали вместе морковку, болтали с героями и пели песни. Ваня, расскажи, вот ты пошел в школу, какой у тебя любимый предмет в школе? Учить уроки. Учить уроки – любимый предмет. А какой урок самый любимый? Любой. Любой? Любой нравится. Расскажи про свою учительницу, как она тебе вообще? Хорошо. Не ругается на вас, много домашки не задает? Нет. Ну, нравится тебе в школе. После просмотра спектакля ребят наградили подарками. Мы уверены, что этот день запомнится им надолго. Первоклассники отлично повеселились перед предстоящей школьной неделей. Ну а сейчас пора забирать рюкзак и вперед навстречу к знаниям. Поздравляем ребят, теперь они с гордостью могут носить звание школьника. А мы, в свою очередь, пожелаем им отличных оценок и поменьше домашки. Арина Буря, Азат Петров, специально для «Горы новостей».